Сектор зданий, в том числе жилого и офисного назначения, дома и многоэтажки, считаются лидерами по потреблению электроэнергии. Если сравнивать с развитыми странами, энергопотребление в нашей стране на квадратный метр в 4-5 раз больше. Регулярно заметим большой расход, поэтому нужно активно продвигать политику энергоэффективности в стране, говорят эксперты. И в реализацию закона были разработаны несколько государственных, постановлений правительства Кыргызской Республики о внедрении энергетической сертификации зданий. Также проведена работа по аккредитации независимых специалистов, которые будут эти здания сертифицировать. И идет работа по обновлению строительных СНИПов. Буквально недавно мы закончили работу по обновлению СНИПа котельной установки, а также отопление, вентиляция и система кондиционирования. То есть это означает, что также идет работа по улучшению технических систем зданий. С развитием технологий энергопотребление с каждым годом только растет, и Кыргызстан уже начал импортировать киловатты у других стран. В связи с этим специалисты отмечают необходимость избавления от старых стандартов строительной отрасли в пользу соответствия вновь построенных зданий с упором на энергоэффективность. Как свидетельствует проведенная в этом направлении работа, например, утепление домов и зданий позволяет сэкономить до 50% потребляемой энергии. Это все в рамках направления зеленой экономики, то есть зеленая энергетика. Знаете, когда нету возможности в короткий период наращивать генерацию электроэнергии, то одним из выходов являются вопросы энергосбережения, энергоэффективности. Совместно с Министерством природных ресурсов в скором времени должен появиться проект документа, называется «Зеленая таксономия». Она будет рамочной. Это, условно говоря, классификатор, то есть по секторам экономики, направлениям, и какие технологии относятся к тем или иному сектору экономики. То есть, допустим, если это ВИЭ, то это установки для ГЭСов, для солнечных станций, ветровые установки. Если это касается части строительства, то это, наверное, больше строительные материалы и так далее. Да? Вопрос стоит такой, что мы должны этот классификатор в скором времени согласовать. Закон об энергетической эффективности зданий действует в Кыргызстане уже 10 лет. В соответствии с ним проверяется энергоэффективность сданных в эксплуатацию и возводящихся зданий. Специалисты по рациональному использованию энергии рассматривают построенный дом и присваивают ему энергетический класс сертификации. Правительство в 2013 году обусловило, что все вновь построенные и реконструируемые здания должны соответствовать классу Б. Класс Б довольно-таки амбициозный, хороший показатель, он вполне достигаемый при современном наличии материалов, технологий, которые принимают наши строительные компании и наши граждане. Класс Б, он подразумевает, что здание потребляет оптимальное количество электрической энергии и тепловой энергии. И при этом человеку находиться в данном помещении ему комфортно и приятно. На первом этапе проведена тщательная работа в части совершенствования законодательства об энергетической эффективности зданий по всей стране. Теперь перед госорганами и экспертами стоит задача по разработке эффективного механизма, чтобы предусмотренные строительные нормы и правила соблюдались. Наргиза Нурмаметова, Нурдан Сергеев, Пирамида.